Мы сейчас отработаем с вами комбинацию, да, парни? Сейчас, значит, сюда. Лоу-кик, бей, лоу-кик. Видишь, еще сильнее бей, вот примерно. Раз попадает, еще раз бей. Раз отошел, посмотрим сразу в голову, да? По-быстрому только, хорошо? И раз сюда, быстренько, хорошо? И раз, чем быстрее заберете, и второй, да, вот последующий, значит, смотри, один, он контратакует, да? Если же он попадет, да, значит, бей. Если вот сильнее попади, если он попадет, да, значит, если я же не успею уже убрать, уже он отобьет мне ногу, понимаете? Еще раз делаем. Раз, и еще раз, и раз ушел, отсюда, раз, и сразу в голову. А когда по-быстрому постарайтесь ударить, хорошо? И раз, два. Даже если полноценно не сможете ногу убрать, да, зато он вас не сильно сможет поймать, хорошо? Эту ногу сюда вот, раз, и быстренько, когда? Поняли? Постараемся с вами так по-быстрому. Еще раз, бей. Вот это, чтобы не было. Хорошо? Еще раз, и раз, чуть с отходом, когда? И в голову закидываем. Вы меня поняли? Вот это работаем по очереди. Вот ты мне один раз сделал, раз, да? Я сделал, да? Потом я в тебя кидаю, хорошо? Раз, два, три. Вы меня поняли, да? Все, не разговариваем. Ус, ты на грушу поработай, хорошо? Все, приготовились. Первый номер работы, потом второй номер работы, хорошо? Начали. И в голову работаем. Ну что, ты тоже поработай. Алисхан, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Алисхан, расскажи про вашу школу, сколько лет функционирует данная школа и вообще как возникла идея открыть данную школу? Наша школа карате уже действует 6 лет. Беспрерывно мы работаем с детьми на протяжении 6 лет. Значит, выезжаем на всякие различные соревнования, на всякие большие турниры, на которые только возможно выехать. Вот. Мои дети выезжали на чемпионат России. У меня 11 чемпионов в России. Значит, СКФО 20 с лишним человек, СКФО у меня выиграли. Вот сейчас мы выезжаем вот в году, да, это 10-12 раз мы на турниры выезжаем. Очень много турниров. Данный вид спорта, он такой редкий вид спорта для нашей республики. Вообще, как возникла идея открыть эту школу? Ну, судя по тому, что я сам в карате 22 года, значит, занимался в Казахстане, значит, тренировал в Казахстане. Вот по приезду в Республику Ингушетия я открыл здесь секцию карате и вот работаю сейчас на протяжении 6 лет. Вот ты сказал, что 22 года в этом виде спорта. Вот проще было самому выступать или тренировать детей? Честно сказать, бывает время, где нужно биться, выступать, выезжать на сцену. Было интересно на тот период, когда я это делал, когда свою работу. Пришло время, что нужно передавать свой опыт своим детям, и как бы, чтобы они копировали своего тренера, чтобы они вот... Вот в общем, если говорить, тяжелая работа? Работать с детьми очень сложно. В плане воспитательной части, воспитательной работы. Значит, у меня же проводится не только с детьми работа, но и с родительским институтом. С ними еще сложнее работать. Приходится понимать каждого ребенка. Тип детей он разный, и поэтому приходится вникать в каждого ребенка и индивидуальный подход уделять каждому ребенку. То есть психологически сложнее? Да, именно психологически. Как бы физически, да, я думаю, что это несложно. Вот ты двери турниров, тяжело бывает выстроить ребенка?
Очень. Почему? Потому что когда турнир начинается мандраж, начинается какой-то страх, да. Но это нормальное явление у живого человека, у спортивного человека, который хочет победить, у него начинается страх. Его нужно, значит, объяснить ребенку, что не так уж все сложно работать, прорабатывать какие-то плюсы, какие-то минусы. Но, естественно, мы работаем, как бы минимизируем все свои ошибки, но прям 100% это сами соревнования исправить человека, прям 100%. Вот на последних соревнованиях как выступили твои подопечные? Честно сказать, мы выезжаем на многих турнирах, да, но как этот турнир, да, мы никогда не выступали. В плане, да, 15 человек вывезли на соревнования, 10 первых мест у меня, 3 вторых и 2 третьих места. То есть никто не остался в пролете, в проигрыше. Значит, 10 первых мест, это уже говорит за себя, уже очень хорошее. Турнир был очень тяжелый, честно. 800 человек включал турнир, 25 регионов. Значит, очень сложный такой турнир был. Очень опытные, хорошие ребята с разных регионов. Но мы показали очень хороший результат. То есть дети выступили на пятерку, да? Прям пятерку. Если бы можно было больше поставить, я больше поставил бы, честно. И если сравнивать, да, это карате классическое, да, и это карате, вот в чем разница? На какие разделы делится именно карате? Многие не знают. Да, вот карате есть много видов. Карате-до, карате-шотокан, карате-кудо, карате-кемпо, карате-кёкушинкай, шин-кёкушинкай, ИКО-1, ИКО-2. Как бы очень много видов карате. Но карате кёкушинкай, данный вид спорта, которым мы занимаемся, он является один из самых жестких видов спорта. Почему? Потому что аяма карате, да, значит, с 23-го, очень давно как бы присутствует вид спорта, но он очень вид жесткий. Почему? Потому что здесь набивочный процесс идет очень сильный. Значит, если же мы посмотрим в ютубах, да, там, значит, видео сами за себя говорят, какие там, аяма карате, он всегда считался одним из самых жестких видов спорта. Соответственно, нокаутов много бывает. Очень много нокаутов. Знаете, на чемпионат России, когда мы уезжали, значит, очень много нокаутов было. Опять же, этот вид спорта говорит за себя. То есть это вид спорта говорит за себя тем, что нужно тренироваться очень хорошо. Если же не будешь тренироваться, то, естественно, будешь в нокауте, я думаю. Есть какие-то ограничения в правилах? В правилах, да, есть ограничения. Руками в голову нельзя бить. Все последующие руками в голову нельзя бить. Значит, борьбы нету тоже. То есть бокса и борьбы нету, так будет легче, да. А так шлема одевать до 18 лет. Полноконтактные, ногами, руками по телу, как бы вот так вот. В голову руками нельзя бить, и борьбы нету. Только ногами? Да, руками тоже можно бить в тело, можно в ноги, в тело. Ногами везде можно бить, везде абсолютно, куда только захочешь. То есть, получается, ты можешь выиграть нокаутом, либо по баллам, да? Да, или же по баллам выигрываешь. Но так как тело набито, у каждого из соперников, да, они стараются попасть в нокаут, в голову попасть, в печень попасть, там, как бы преодолеть вот такой вот бой. И если в общем говорить, вот почему бы ты посоветовал этот вид спорта детям и какие плюсы у этого вида спорта? Знаете, по поводу плюсов, самый главный приоритет, да, самый главный аспект этого спорта, это значит воспитательная работа. То есть я тренирую именно на воспитательную часть, воспитательную работу. У меня 2 часа тренировка проходит, и в начале, и в конце мы проводим воспитательную работу. Значит, для чего нужен карате, да? Не так, чтобы ты научился драться и там пошел где-то ногами, руками махать. Не для этого абсолютно. Значит, в каких целях ты должен применять вид спорта. Вот это самое главное в этом виде спорта. А второстепенно это уже самооборона, самозащита и вот. То есть вы учите детей, чтобы они на улице не применяли свои навыки, да? Все верно. На улице не надо применять. Не в школе. Я постоянно говорю, в школе не применять, на улице не применять. То есть там, я не знаю, до какой-то кондиции, если дойдет эта вся ситуация там уличная, естественно, мы для этого и тренируемся, чтобы применять какую-то базу. Да, самооборона, какую-то базу применить-то нужно обязательно. Ну, самозащитить себя. Вот в этом плане мы и занимаемся. В первую очередь, да, до последнего, значит, не применять. Сейчас вертушку делаем, и сразу же, в тот момент, когда вы делаете вертушку, да, значит, человек, да, живой человек, он как-то реагировать начинает, правильно?
Когда вы делаете вертушку, вертушка в эту сторону летит, если я правую сторону бью, вертушка в эту сторону летит, он или раз отойдет, да, и значит мы сразу же делаем в голову удар в голову, да? Смотри, что? Значит, раз вертушка и сразу в голову бьем, да? Сейчас таким образом мы с вами проработаем. Значит, давайте покажете, Халид Авел. Вон, подошли ко мне. Ну-ка, дайте. Сейчас вот этот удар, который я сейчас показал, да, значит, вы сейчас проработаете именно здесь, хорошо? Значит, вертушку и сразу же, если же между ними будет пауза какая-то, 1-2 секунды, да, все, он в этот момент восстановится и не сможет, ну, вы не сможете повторить следующий удар. То есть уже окончательный удар в голову вы не сможете попасть. То есть в этот момент, когда он отворачивается, когда он уже потерянный от первого удара, вы должны сопроводить второй удар в голову, и все, значит, бой закончится для вас в вашу пользу. Понятно? Вот этот вот момент. Повторите, вот раз и два. Тут не так, чтобы пауза была, а раз-два, быстро. Ус. Раз и два сразу, еще быстрее можно повторить. То есть ошибка была, да? Мы не до конца наступаем на ногу. Раз, зафиксировать надо. Такого не должно быть. Раз, крутишься, и потом еще стараешься. Быстро зафиксируем таз и сразу же наносим второй удар. Да? Сделайте еще раз, повторите так. И раз, и два сразу. То есть ставишь ногу, ты чувствуешь, что ты уже стоишь на полу и сразу бьешь в голову. Сразу, давай. И раз, и два. Да. Да, еще желание добавили туда и мощно сделали. Торнадо сделать, торнадо тоже. Чуть пожестче работаем. Без пауз, без всяких пауз работаем. Побыстрее надо работать. Чуть пожестче, да? Пожестче работайте. Последние силы вкладывайте туда. Торнадо можно что-нибудь такое сделать, да, такое интересное. Чуть-чуть на скорость, чуть-чуть побыстрее, чуть-чуть еще быстрее попробуйте. Так, парни, давайте, стали по парам. Общее то же самое. Вертушку, торнадо, свободная работа, как вам удобно, но по очереди. 2-3 удара ты сделал, 2-3 удара ты сделал, да? Вот, встали по парам. Давай, парни, начали. Абдурахман, салам алейкум. Валейкум ассалам. Абдурахман, расскажи, сколько лет ты занимаешься в этом зале и вообще как ты узнал про этот вид спорта? 3. Я хожу сюда 3 года. Мама меня сюда записала в 3 годика. Сначала я выбегал из зала, потом я хотел ходить на карате. Сначала тебе здесь не нравилось, да? Потом уже освоился. Да. Вот что тебе больше всего нравится здесь? Спарринг. Ты любишь драться, да? Вот часто у вас бывает спарринги в зале? Да. А какой день у вас бывает спарринг? Ну, и по понедельникам. А в остальные дни что вы делаете? Иногда капельки на грушах и обрабатываем удары. А ты уже все удары знаешь? А перечисли, какие удары ты знаешь? Торнадо, ножницы, вертушку, удар в голову. Абдурахман, у тебя есть любимый удар, который ты чаще остальных делаешь? Какой удар тебе нравится? Вертушка. Ты хорошо делаешь вертушку?
Смотри, а за 3 года ты участвовал на турнире? Да, Где ты участвовал? на соревнованиях Краснодарск, Пятигорск и на турнирах. А много у тебя было турниров за 3 года? Да, Вот примерно сколько у тебя было турниров? 10 даже или 20. И вот расскажи, сколько у тебя первых мест? У меня много первых мест. Смотри, вот последний турнир, где ты участвовал? Краснодарск Много боев было? 1. С первого выиграл Сразу выиграл, да? По очкам выиграл? по удару. А соперник у тебя тяжелый был? Он был тяжелее меня, и он был старше. Тяжелее тебе был? Примерно на сколько килограммов был тяжелее? Он весил 40, а я 30. А так можно? Или ты согласился на любого соперника? А если бы он 60 килограмм весил, ты бы все равно подрался с ним? Тебе без разницы, да, с кем драться? Главное подраться. Парни, посмотрите сюда, обратите внимание, сейчас будет набивка, да, значит, первый номер, да, значит, я буду, первый номер я буду работать, второй номер стоит, хорошо? Когда? Не ожидал я. Набивку делал, да? Вообще. Сейчас чисто на технику, чтобы вот этого не было. Вот этого, чтобы не было, понятно? Чисто быстрые удары, да? Комбинацию, да? Раз, закинул. Раз, да? Хорошо? Поработаем, Муса, поработайте, покажите, как надо работать. Давайте, теперь ты поработай. Такой-то, что ты здесь? Там по очереди можно что-нибудь такое. Скомбинируй что-нибудь красиво. Ушира делайте, в прыжке там. Ушира красиво делайте, да. Мы молодцы, встали по парам все разобрались быстрее. По парам разобрались все. То же самое, а? А вертушки чуть по воздуху, да, можно покидать. Чуть покрасивее удары делайте, да, парни. Чуть-чуть на воздух. На сальто тройное делайте. 15 на самом. Ой. Айч. Ай. Сан. Сай. Игу. Реку. Сайч. Хайч. Йо. Зо. Хайч. Ай. Сон. Ци. Игу. Реку. Сайч. Хайч. Ус. Аури. Ус.